Итак, сегодня у нас выпуск будет посвящен зданию Якутского реального училища, также в народе называемом как ИТФ. Здание овеяно, конечно, различными легендами. Об этом я расскажу уже у себя в кабинете чуть более спокойной обстановке историю этого здания. Что касается истории этого здания, Якутское реальное училище, оно было построено в 1908 году, и там были впоследствии совершенно разные учебные заведения. Там, во-первых, был пединститут, потом историко-филологический факультет, и потом уже последнее учебное заведение — это ИТФ, инженерно-технический факультет. И здание на самом деле еще первые годы эксплуатации, там уже были выявлены проблемы о том, что оно было построено без учета вечной мерзлоты. И оно начало просаживаться, его неоднократно ремонтировали, но в итоге оно было заброшено. Также в этом здании, конечно же, очень долгое время собиралась молодежь, пока там не поставили забор. Ну, в вечернее, в ночное время преимущественно. И днем это было отхожим местом для мигрантов, потому что рядом там находится миграционная служба. И, конечно же, про вот это здание очень много рассказывали разных легенд, баек, потому что это то здание, которое находится в центре города, и, конечно же, оно обязательно должно было иметь в себе очень большой такой шлейф городского фольклора. Преимущественно рассказывали про призрак девушки в белом платье, про разных призраков, которые мерещились, в том числе в окнах, или были там шаги и так далее. И мы решили проверить вообще вот эти вот легенды, действительно ли там есть вообще какая-то активность. А сейчас мы зайдем внутрь и будем искать там что-нибудь такое интересное, паранормальное. И сегодня с нами будет моя вот подруга и коллега, ее зовут Алина. Она, кстати, еще обладает в том числе в легкой форме экстрасенсорными способностями. Скажи, ты в детстве видела же, да, разные вещи? Ну да, в детстве, получается, я видела призраков, немножко их слышала, и, наверное, на этом мой контакт был таким минимальным. Ага, а с этим зданием ты давно, да, знакома? Ну, так получилось, что я живу рядом с этим зданием недалеко, в этом районе, и знаю о нем не понаслышке, потому что, во-первых, когда ты маленький, ты туда заходил играть, и, во-вторых, очень часто возле него прохожу. А какие-нибудь слышала, нет, легенды, байки про это здание? Ну, вообще, очень, получается, это здание очень популярно, особенно среди молодежи. И я сама видела и слышала, потому что заходила внутрь, либо проходила, когда проходила мимо. А так, чтобы конкретизировать истории, то у меня, наверное, так не получится. Сейчас мы проходим здание. Здание, кстати, на самом деле опасно. Я другим не рекомендую здесь ходить, по крайней мере, всюду, потому что здесь есть угроза обвала. Отсюда вот так. Итак, мы проникли на второй этаж. Я помню, что вот раньше школьники прям жестко залезали на крышу, сидели там, разговаривали, а сейчас я не знаю. Так, мы решили переместиться ближе к тому месту, где чаще наблюдали призраков, то есть ближе к середине здания. И тут, пока мы шли, у меня есть прибор, он фиксирует электромагнитные поля. Пока мы сюда подходили, он вдруг начал пищать, Мгм. кстати. Ну, из обычных вещей он может реагировать только на, например, включенные мощные электроприборы. Это, например, как если к телефону близко поднести. Нет, и то он не реагирует. Но короче, на приборы достаточно серьезным этим. Ой, вот началось.
Только что было. Мгм. Но тут проводки быть не может рядом. Над зданием проводов тоже нет. Нету. Ага, поэтому интересно, конечно. Благодаря тестеру мы, значит, нашли место, где... Вот. Здесь все ближе. О, тут уже опасно. Да, здесь уже есть реальная опасность стать привидением. О, зашкаливает. Здесь. Ну хорошо, значит в этой области и проведем, собственно, сам эксперимент. Так, теперь я запускаю Гоступ. Он будет пытаться найти какую-то аномальную активность. А он будет сканировать радиоэфир. И если он что-то выловит, то он подскажет. Поскольку мы обнаружили, что здесь есть все-таки аномалия, обнаружена электроприборами, сейчас попробуем поговорить. Здравствуйте. Здесь кто-нибудь есть? Пока тишина в эфире. Ну что ж, попробуем. И прибор. У меня их на самом деле два. Вот этот он менее чувствительный. Вот он немножко шкалит. Вы видите? Нет. Я ничего не вижу. Я только тестирую свой ЭМП. Поставим подальше, чтобы от телефона помехи никак не мешали. И сейчас включу второе устройство. Оно более чувствительно. Там 4. Сзади нас. Вас четверо здесь? Приборы ничего не показывают пока. Вы где-то здесь, рядом, на этаже? Или куда-то нужно пройти? Я отсюда. Угу. Ага, вы здесь, хорошо, понял. То есть ответы еще и поступают такие, как бы, вполне осмысленные. Кстати, когда в Санкт-Петербурге мы тоже подобный сеанс делали, там вообще вот это приложение, оно же с радиоэфира берет, там вообще духи меня по имени называли, что в Я принципе, что в принципе практически нереально. Но они какие-то еще штуки же про тебя говорили. Да, они говорили, что темный, а у меня один из моих никнеймов был темнейший. Да, мы вас слушаем. Здесь... Ага, вы ответили же на вопрос, то, что вас здесь четверо. Давно вы здесь находитесь? То есть вы здесь находитесь с момента основания здания? Рациональный. Рациональный. Ага, хорошо, примерно понял. Значит, это вопрос разумный. Окей, окей. Так, приборы пока молчат, хотя, может быть, стоит чуть-чуть походить. Ну, вообще, в принципе, здание само выглядит так, как будто бы в нем была проведена очистка. Ага. Вот, и поэтому активность как будто бы не такая сильная, как раньше, но она все равно присутствует. Ну и вообще, если уже по словам очевидцев и каким-то по моим наблюдениям, очень много активностей паранормальной именно вот в той
стороне здания, куда мы не можем вступить, так есть, Он говорит, вы видите? Ага. так как есть угроза обрушения, и возле окон. Очень часто призраков видели возле окон. Ага. А вы можете сделать так, чтобы вы появились в кадре? Ну, чтобы случайно, например, я вас записал на видео. Если вы это хотите, конечно. То есть я не пытаюсь вторгаться в ваше пространство. Но просто если вы этого хотите, то я хотел бы, чтобы вы попали в кадр на видео. Я буду потом пересматривать и, возможно, ну, что-то такое увижу, обнаружу в кадре. Ну, то ли у меня нервы шалят, то ли ощущаю присутствие. Ну, как будто кто-то кашлянул, нет? Не, это может быть с улицы, А, в принципе. Ну и вообще я не исключаю. определенно. Определенно. Ага, хорошо. Хотела я вам задать вопрос. Тут рассказывали легенды о том, что в этом здании есть призрак девушки в белом платье. Правда ли это? То есть здесь она присутствует или нет? Нравится. Нравится. Одержимый. Одержим. Девушка одержима. Ага, на звуки можешь не обращать внимания, потому что тут акустика такая. С улицы все очень хорошо слышно. Я просто со зданиями такого типа знаком. Тут акустика такая, потому что здание П-образное, и оно тонкое. Мгм. Поэтому оно звуки очень хорошо переносит. И то, что происходит снаружи, кажется, как будто бы прямо здесь. Ночью, конечно, это тоже еще более добавляет адреналина. Ну, я здесь ходила ночью еще зимой. То есть это был двойной адреналин. А, это да. Вы сидите на окнах? Что? А, нет, я с этой штукой пытаюсь поговорить. Я туда заглянул, там совсем мало места. Там везде обвалы. Ага. То есть там смысла нету. Там такой же пятачок, как и здесь. И все комнаты обвалены. Ты друг? Да, мы друзья. Да, мы друзья. Какие, ну, что ты вообще здесь видела, ты же говорила вначале? Ну, получается, на окнах в основном. а, Открой это, говорит. Ага. На окнах, получается, фигуры белые, то есть это точно не люди живые. И чаще всего, что самое грустное, это были дети. Угу. То есть, когда видишь призраков взрослых, ну, как-то все так понимаемо, но когда дети, как-то это очень грустно. Так, пока я тут перезапускал видео, снова нам устройство сказала, открой это. Кстати, на телефоне тоже тут есть детектор электромагнитных полей, и сейчас посмотрим, реагируют ли они вообще устройства друг на друга. Вот, например, сам АМП, он, в принципе, реагирует, то есть он начинает постреливать, зашкаливание. Телефон нет. Но на других устройствах я приложение проверял. В телефоне реально есть сканер. Не знаю, правда, для каких причин, но он реально есть. И вот это устройство. О! О! Да. О! Оно зашкаливает. Жалкий. Насколько ты близко находишься? Всплески есть все-таки. Ага. Но мне тоже кажется, что тут они недостаточно мощные. Мгм. Мне кажется, они
вот там, где как раз-таки опасно. А что Ну, нужно открыть? Спрашивает, видим ли вы видите? так, что мы можем здесь видеть? Нет, мне... Может, вы покажете нас? Точнее, вас? Кстати, сегодня у нас Пасха, пасхальный выпуск. Точно. И я, наверное, здесь оставлю яйцо. Специально для духов этого места. Точно, я с собой тоже взяла. Ну что, стукнемся. У кого будет более изобильный год? Давай. Раз, Давай. два, три. Да, вот, говорит, ага. У меня, видимо, у меня очень маленькая трещина есть, но, Мгм. в принципе, яйцо выдержит, наверное, еще один удар даже. Давай. Давай. Раз. Давай тогда боком. Ага. Раз, два, три. А, теперь уже у меня пробитие. Но у тебя тоже. Да. Ага, хорошо, мы это здесь вставляем. Кстати, когда мы сюда пришли, я видел, как кто-то, какой-то мальчик запрыгнул в окно. Но с тех пор он больше не показывался. Я не знаю, теперь уже живой это человек был или нет. Он же должен был явно Кстати, пройти. да, он должен был пройти. Хотя бы даже... Нет, с Ага, той стороны же нет же выхода, по-моему. ага. Я его снять не успел, потому что я в этот момент залезал же в дырку в заборе и Почему вы спрашиваете? был на четвереньках. Почему вы спрашиваете? Нам интересно, был это живой человек или это был дух? Сейчас уже пойдем тогда в обратную сторону. Может быть, по пути тоже что-нибудь выловим. В принципе, телефон тоже должен аномалии засекать электромагнитные. Ни в коем случае. Ни в коем случае, говорит. Вот это вентиляция, наверное, меня немножко смущает просто это место. Хотя, скорее всего, потому что просто там воздух гуляет. Ну да, ну жестко интересно, да? Здесь. Выход. Фонарик. Фонарик говорит. Да, я надеюсь, что обойдемся без фонаря. Ну, так-то да, тут темновато, конечно. Спасибо за беспокойство. Алина, спускайся аккуратно. Тут ступеньки запорошило. Да, хорошо. Ну да, я сам тоже чувствую, что на втором этаже больше активности. Мгм. Чисто по субъективным ощущениям. И действительно ближе к той вот части. Хочешь на первом там пройтись? Да вот не знаю, удобно ли будет. Ну, уже более безопаснее, чем... Ну, намного, ага. Давай попробуем для Ага. очистки совести, чтобы не, не жалеть потом о Ага. том, что куда-то не зашли В углу. в углу. Снова тишина.
Это сигнал? Да. Прибор что-то... Мы как раз находимся же под А, тем местом, Успевать. где мы были. что говорит? Не успевать. Мгм. Вот, снова оказались в активном месте. Мы уже реально находимся под тем местом, где мы были. Ну, ровно на этаж ниже. Ровно здесь. Тут, кстати, есть еще один подъем наверх. А, я понял. Да, вот та самая дырка, которую мы смотрели, которая нам мешала пройти. И здесь есть, оказывается, еще одна лестница вот на второй этаж. Но она прямо... Правильный. Да, неправильно. Я согласен. Она прям в плохом состоянии. Здесь опять же даже приложение активнее стало в этой части здания. Да, здесь что-то должно быть. Здесь рядом кто-нибудь есть? Какие-то сущности, духи? Ой, Заблудился. я заблудился. Здесь вот, кстати, в это окно я видел, как мальчик какой-то запрыгнул. А, Ну, в принципе, у него были пути отхода на самом деле. То есть это мог быть живой человек. Хотя сейчас внимательно посмотрим. ну это, конечно, я не знаю, детям жесть тут ходить. Тут из каждой палки торчит гвоздь. Я не знаю, как тут бегают. Ага. То есть тут в окно уйти сюда не. Достаточно. Интересно, а в эту дырку Что? маленький жеребек может сместиться, да? Нет. Вряд ли. Ну, в принципе, можно посюда выйти и... Здесь. О, мы здесь. Мгм. Так, значит, ваше место это здесь, да, в этой части здания. Сколько у вас здесь? Сколько здесь душ? Тишина. Магия. Магия. Маги. Магия. А. То есть, ну, давайте просто предположим, что значит здесь кто-то занимался магией, и из этого здесь задержались души. Я так полагаю. Ой, я, кстати, там успел увидеть. А, там люди ходят. Ну ладно, на этом мы пока завершим сеанс. Мы, в принципе, протестировали оборудование, поняли, что здесь что-то есть. Возможно, сюда вернемся позже. Спасибо вам всем за внимание. Мы решили вернуться в это место уже ночью. Кстати, тут на самом деле гораздо темнее. Просто телефон вывозит. Ну и как видно, здесь рядом дом, есть свет. Блин, мне показалось то, что как будто сейчас что-то промелькнуло здесь. Да, я уже ничего не заметила. Как будто тень промелькнула. Ну ладно, может показалось. Я снять не успел. Ну, надеюсь,
в кадр что-нибудь попадет. О, мы надеялись, хотя, возможно, оно реагирует на телефон, потому что до того, как телефон достал, оно у меня... А, вот тишина. Нет, это не телефон. Снова датчик зашкаливает и снова прекращается. То есть всплески идут, поэтому здесь попробуем. Ну, мы находимся в самой легендарной части здания, поэтому попробуем связаться здесь. Ага, и вот сейчас мы запустили уже, собственно, Spirit Box. И будем пытаться связаться с теми, кто здесь находится. Так, я, кстати, раньше думал, что вот эта программка, она просто выдает случайные фразы, но видишь, она очень долго молчит, то есть, скорее всего, она, ну, реально рабочая. То есть, если она ничего не вылавливает, то она как бы ничего говорить не будет. Значит, до этого просто, когда я ее запускал, просто элементарно везло. Валерия. Валерия. Хорошо. Валерия, вы здесь? Ой, я только хотел выключить. Преследуемый. Как преследуемый. Снова тишина. Попробуем другое приложение. Есть еще такие? Да. У меня их много. GhostTube Box. Оно уже будет выдавать радиопередачи. Оно будет их листать и периодически что-то будет выскакивать в эфир. Я до этого тестировал, она вообще, в принципе, ну, периодически выдавала что-то. Но опять же, походу, приложение честное. Удивительно. Днем даже активность выше была. Ну, тогда, получается, ночь не является гарантией. Да. Ну и под конец хотелось бы сказать о том, что мы ходили туда дважды, очень много там задавали вопросов, присутствовали. И самый интересный факт заключается в том, что там активность максимальная была именно днем, как ни странно. То есть ночью у меня приборы практически молчали. То есть при монтаже я просто-напросто убрал вот эти вот моменты молчания, моменты ожидания, но днем прямо активность была очень высокая. То есть я до этого думал, то, что те приборы и те приложения, которыми я пользуюсь, они такие, как бы, как сказать, игровые. Потому что я отобрал именно по опыту охотников за привидениями из других городов, регионов, стран и так далее. Но оказалось то, что это все реально работает, потому что в ночное время результат был близкий к нулю. То есть там практически ничего не удалось выловить. Но вывод такой, то что в здании активность, получается, выходит преимущественно в дневное время. Вот такая вот интересная история этого здания.